Правоохранители Коми продолжают фиксировать преступления, связанные с утерей или кражей банковских карт. Чаще всего сами потерпевшие проявляют непростительную беспечность в отношении своих электронных кошельков. Что делать, если ваша карта пропала и как этого не допустить? В рубрике «Полиция сообщает», расскажет представитель МВД Вера Жлесова. Банковские карты сейчас есть почти у каждого россиянина, а у некоторых их несколько. Но далеко не все с должной ответственностью заботятся о безопасности своих электронных кошельков. Люди нередко теряют банковские карты, но не придают этому большого значения. Найдется позже. Другие безалаберно передают кредитки посторонним или не очень надежным людям и сообщают им секретные пин-коды. Чаще всего жертвами преступления становятся люди, злоупотребляющие спиртными напитками. Так житель столицы республики распивал алкоголь со своей знакомой. Не рассчитав дозу, мужчина заснул. Гостья похитила у хозяина банковскую карту и потратила с нее 120 тысяч рублей. К сожалению, таких случаев встречается очень много. Познакомились, употребляли совместно спиртные напитки, пригласили в гости. А на утро ни нового знакомого, ни денежных средств. Поэтому не стоит приводить в дом малознакомых лиц, а также не стоит злоупотреблять спиртными напитками, так как это может привести к негативным последствиям. А вот житель Ухты, наоборот, нашел карту. Но мужчина посчитал, что нашел, то мое. И вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, потратил все имеющиеся средства на карте. Накупил алкоголя и закуски к нему в супермаркетах. Любая найденная вещь, по которой можно определить владельца, телефон, паспорт, либо банковская карта, оставленные себе, будут считаться украденными. Краденными вещами также будут считаться те вещи, которые были найдены в общественном месте, либо на транспорте. Могли вернуть, но не вернули, значит украли. В данном случае мужчина должен был позвонить в банк и сообщить о том, что он нашел карту, принадлежащую иному лицу. В настоящее время злоумышленник будет привлечен к уголовной ответственности. Так пожилая жительница Воркуты попросила свою юную знакомую купить ей продуктов в ближайшем магазине. Для этого женщина передала девушке свою банковскую карту и сообщила пин-код. Однако злоумышленница решила обналичить в банкомате и присвоить с карты 16 тысяч рублей. Часть средств она потратила на продукты и спиртное. Заметив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию. Теперь любительнице чужих денег грозит реальный срок. Чтобы не лишиться своих накоплений, нужно бережно относиться к электронным кошелькам, не доверять их посторонним и не оставлять без присмотра сумки и мобильные телефоны. В случае утери банковской карты или телефона, к которому она привязана, необходимо сразу же позвонить на горячую линию банка и заблокировать счета.